Значит, я представляю вам апитерапевта, известного апитерапевта Удмуртии. Тут нормально будет? Вот. Комиссарова Вячеслава Борисовича. Цель-то наша такая, научить вас, то есть тема семинара остается. Пчеловод, вообще человек, вылечи себя сам. Вот в этом же направлении будет, значит, говорить и Вячеслав Борисович. Да? Сергей Васильевич, здесь все пчеловоды? Почти. Так что здравствуйте, уважаемые коллеги, я тоже пчеловод. И, можно сказать, родился и вырос на пасеке у деда. И где-то в 8 классе мне попалась книжка «Как лечить пчелами и продуктами пчеловодства». И мне это так запало в душу, так понравилось, что я решил стать пчеловодом, стать апитерапевтом, врачом и лечить пчелами и продуктами пчеловодства людей. Ну, конечно, надо мной все смеялись. В деревне все смеялись. Ну как? В роду никогда не было медиков. Глухая деревня, откуда там? Когда врач-то появится? Вот. Потом все-таки я поступил в институт, но перед этим вот изучал пчеловодство, практиковал, добывал пчелиный яд, маточное молочко. Пришлось из-за того, что дед не разрешал мне добывать все это. Ну, представьте, деревня, дед тракторист, ему нужно было отработать в лесу, быстро приехать домой, поработать немного с пчелами, покачать мед, продать его, ну там, выпить, закусить, ну и там на другие дела потратить деньги. И как бы вот заниматься более глубоко пчелами ему некогда было. И поэтому я к нему как бы приставал, говорю: дед, давай маточное молочко добывать, давай пчелиный яд, давай пергу, пыльцу. И он вот, ну, никак не соглашался, и тогда я у него выпросил улей, отделился от него в 9 классе примерно, и начал развивать свою пасеку. И все это я добывал, с успехом продавал. Вот. Потом поступил в институт. В институте всем говорил, что я буду пчелами лечить. Все смеялись тоже надо мной. Сейчас уже никто не смеется. Вот Геля Васильевич меня так представил, так что я думаю, что если я буду продолжать заниматься пчелами и продолжать лечить пчелами, и сам оздоравливаться и лечить, я думаю, что вот как уважаемый лектор передо мной, я буду также в 90 лет читать лекцию и уже смеяться надо мной. Смеяться надо мной некому будет. Те, кто смеялся. Да. И поэтому я считаю, что лечение пчелиным ядом, я всегда говорил и буду говорить, это... Соревноваться начали за ваш возраст. А вы еще лет 10-2 проживите, посмотрим, что они там будут. Я заявлял и буду заявлять, что лечение пчелиным ядом самое эффективное средство в мире. К нему ничего не может приблизиться, абсолютно. И когда я стал врачом, я практиковал это лечение этим методом. И вся моя карьера в медицине, меня либо приглашали из-за того, что я лечу пчелами в больницу, либо выгоняли из больницы из-за того, что я лечу пчелами. Вот. Но тем не менее, это вот очень эффективный метод лечения. Ну, даже можно кратко ведь рассказать, что делает пчелиный яд. Почему он эффективен при заболеваниях позвоночника и суставов. Ведь дело в том, что когда у человека прихватило спину или сустав, он что применяет? Идет к врачу, ну, ко мне, например, раньше, когда терапевтом работал, мы ему назначаем диклофенак или кетарол или найс, который снимает болевой синдром, назначаем медокалм, который снимает мышечный спазм, назначаем мази, натирания какие-то, согревающие процедуры. А ведь укус пчелы все это делает. В пчелином яде, в апитоксине, все эти вещества есть. Пчелиный яд там содержит очень эффективное анальгезирующее вещество, сравнимо с наркотическими препаратами. То есть он эффективнее диклофенака, найза. Также содержатся вещества, которые снимают мышечный спазм и улучшают местное региональное кровообращение и иннервацию. Помимо этого, пчелиный яд очень хороший иммуномодулятор. Мы же все говорим и пытаемся повышать иммунитет, а его не надо повышать. И более правильно звучит нормализовать иммунитет. То есть, кто лечится пчелиным ядом, там принимает подмор пчел, они же никогда не болеют простудным заболеванием практически. Пчеловоды редко болеют. То есть пчелиным ядом можно нормализовать иммунитет. А это самое главное, что может послужить профилактикой онкологических заболеваний. И если иммунка хорошая, иммунитет хороший,
хорошей, никаких онкологических заболеваний у человека не будет. Далее пчелиный яд разжижает кровь. То есть это профилактика инсультов и инфарктов, укрепляет сосудистые стенки. Все это доказано наукой. Вот поэтому я считаю, что данное вещество, яд, апитоксин, он имеет большую перспективу в развитии и оздоровлении человечества. И я говорю, что если будет больше пчеловодов, когда много будет этих продуктов пчеловодства, меда, тогда мы спасем человечество. А люди, когда будут обращаться и потреблять продукты пчеловодства, пчелиным ядом лечиться, они спасут пчеловодов. Так что я считаю, что это надо развивать направление более эффективно. Ну и, конечно, желательно, чтобы поддерживало государство, но это вряд ли будет, я думаю. Поэтому вот с Георгием Васильевичем мы предлагаем желающим пройти обучение, вот, курсы, которые вам позволят освоить такую науку, как апитерапия. То есть каждый, кто закончит эти курсы, прямо выйдя из этого образовательного учреждения, он сможет уже эффективно лечить, прямо с этой же минуты. Лечить, правильно лечить и, может быть, более правильно сказать, оздоравливать население вот, этим хорошим и эффективным методом лечения. Помимо этого, также можно и небольшие курсы провести по массажу, как правильно делать массаж. Потому что по моей многолетней практике я убедился, что применение массажа, ну, так как врач я применяю более эффективный метод, это мануальная терапия. Применение мануальной терапии в сочетании с апитерапией – это самая эффективная комбинация, когда мы лечим суставы, позвоночник. Вот. И, конечно, бы хотелось, чтобы был какой-то образовательный центр, оздоровительный центр у нас в республике. Ну вот у Гелия Васильевича есть какие-то предложения по этому поводу? У нас. Ну, у нас с вами, да. Так что вот такое мое краткое сообщение. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. У вас стаж сколько апитерапии? Апитерапии? Ну вот смотрите, я закончил институт в 2003 году. Там все равно я как-то ни шатка, ни валка, там родственников до кого-то жалил пчелами. Потом с 2003 года по 2005 я работал на станции Постол, ну, сельским врачом, так скажем. Пчеловод мне приносил пчел, я уже практиковал. Рыбак мне приносил пиявок, я тоже практиковал. Вот. А с 2005 года, когда я перешел уже в город, уже прошел курсы по апитерапии, уже профессионально с тех пор занимаюсь. Ни на один день не прекращаю. Практикую как зимой, так и летом, весной, осенью. И многие говорят, и, кстати, в литературе это описывается, что зимняя пчела, ее яд зимней пчелы, он менее эффективен. Ничего подобного. Эффект вижу всегда. И зимой в том числе. Причем многие говорят, вот сейчас пациенты жалуются, что, ну не жалуются, а говорят, что пчелы стали злее и кусают более сильно. И эффект тоже более выраженный. Так что, может быть, он как-то густеет, становится более гуще, и поэтому более такой ядреный становится. Наличие медицинского образования обязательно? Нет, нет, нет. Дело в том, что если вы хотите получить лицензию и работать, и развиваться как профессионально, как врач, это, конечно, нужно медицинское образование или лечебное учреждение. А пчеловод, в принципе, он может попутно, вот он продает мед, продукты пчеловодства. Если его правильно научить, это может быть как оздоровительный метод лечения, не лечебная, не как медицинская услуга, а как оздоровительная услуга. Вот это может пчеловод. Он может и пчел ставить. В принципе, у нас и массажисты есть непрофессиональные, не медики. И причем я знаю таких хороших массажистов, которые не медики, они в несколько раз лучше делают массаж, и у них лучший эффект. Так что нам закон позволяет и пчел применять в оздоровительных практиках, и массаж. Ну и пиявки, если вы знаете, то, к примеру, все уже, кому не лень, все ставят. Просто я думаю, что надо просто научить население. Но у нас есть такие учебные образовательные центры, которые это все внедряют, обучают. Ничего в этом зазорного нет. То есть у вас на курсах будет тоже оказание первой помощи, если там человеку плохо стало? Я еще раз повторюсь, что каждый, кто будет выходить с этих курсов, он сможет все.
и правильно лечить профессионально, ну, оздоравливать пациентов, оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Но у меня вот здесь есть ученик Николай, он уже, наверное, практикует. Который год ты практикуешь? Так, я года 3 уже, да? Ну вот. Я обучался, значит, Вот расскажи. Все живы, да? я обучался у Вячеслава Борисовича, значит, да, и не врач, не как бы медик. практикую, ну, практикую я, Он идет, он спешит. Вячеслав Борисович лечит в основном, как бы оздоравливает позвоночную часть. Я как-то берусь как-то пошире я беру, значит, я и зрение пытаюсь, и ну, консультации получаю у него, он со мной постоянно держит связь, значит, если мне надо, я всегда звоню, он подсказывает где-то что-то, и нервный тик лица человеку оздоравливал, пытался выпрямить позвоночник методом ужаливания, значит, искривление позвоночника было, снимается за счет яда пчели у нас, снимается спазм мышц, позвоночник как бы выпрямляется, потому что у него там ранка была, у него искривление вот такое, именно что боковое, и за счет пчел, ну я ему вот сказал, что вот так и так у меня получилось. Вячеслав Борисович похвалил, говорит, молодец, правильно Прекрасно. делаешь. Все в таком духе, работаем в паре, А по времени всегда на и связи. по финансам сколько? 4 часа. Вот Николай правильно сказал, вот я хочу на этом сделать акцент. То есть у нас, вы прошли где-то какой-то, ну, получили образование в том или ином месте, какие-то курсы прошли и про вас забыли. А вот Николай правильно подчеркнул, что на связи мы постоянно. И каждый раз, каждый день, если вы будете активно это практиковать, у вас будут появляться вопросы. И всегда можно со мной связаться и получить квалифицированную консультацию. И, в принципе, если кто-то боится начинать, вы можете направлять ко мне пациентов, я буду проводить пробу, расписывать схему лечения. К сожалению, у меня нет возможности заниматься вот этой рутиной, каждый день жарить пациентов. У меня их и так много, и своих. А ваши пациенты, как бы я распишу все схемы лечения на начальном этапе, поддержу вас как-то, и вы потом уже дальше сами практикуете. И нужно объяснять пациентам, что в принципе мы все, у всех у нас болезни хронические, правильно? И поэтому лечиться надо пожизненно, постоянно. То есть у меня много пациентов, которые проходят сеанс пчелоужеления либо раз в неделю, либо раз в месяц. Ну, все по-разному. Кто-то курсом проходит. Ну, раз в полгода, по-моему, там курс. Методики разные, и все-таки я, например, рекомендую и массаж проходить раз в неделю или раз в 2 недели. То есть зачем нам ждать, когда пройдет полгода и нам опять станет плохо? Лучше вот этот эффект поддерживать. По финансам это те же самые затраты у пациента. Что он курсом проходит, что он поддерживает свое здоровье. Скажите, вы свои рецепты, там, технологии как-то разработали? В плане того, что вы отучились, там, может, какие-то свои методы приема были, а может, свое что-то изобрели? Нет, безусловно, у меня есть прямо вот различные контейнеры для пчел. Есть методики лечения абсолютно различные. Я это ничего не утаиваю, я все всем рассказываю. Потому что чем больше мы рассказываем людям, тем больше к нам новых знаний приходит. Можно вопрос, Вячеслав Борисович, про курсы, из чего вот программа составлять? Что вот то, что мы обговорили, может быть, лучше вы. Сколько по ваши времени курсы. это будет, Да, сколько вот по финансам? я мог бы это сказать, но давайте вы, а потом мы еще будем уточнять. Ну, финансовая сторона, это, вот, наверное, Гелий Васильевич лучше вам расскажет. Ну почему же вы тоже? Ну, примерно эта стоимость курсов будет 15 тысяч. Значит, сюда будут входить, значит, полностью обучение апитерапии, методу лечения апитерапии. И еще раз повторюсь, вы отсюда будете выходить и уже сможете делать все абсолютно. Также я бы хотел включить сюда массаж, потому что это, еще раз повторю, сочетание массажа и мануальных техник, пчелоужеления, самые эффективные методики. Люди потом не приходят очень долго. Если он молодой человек, прошел это оздоровительное лечение, он потом долго не приходит. Они через 3, 4, 5 лет появляются. Вот. Ну, конечно, если пожилой человек, там, конечно, нужно вот то, что я вам говорил, поддерживать, поддерживающее лечение проходить. Также можно рассказать вам и про пиявок. Это все к оздоровлению относится, ну, про травы. Ну, про травы, я думаю, все много чего знают, но, может, я вам что-то интересное расскажу. Ну, а так... Вот такая программа. Продолжительность какая? Ну, в принципе, да, 72 часа. Да, это 72 часа, это для того, чтобы мы не получали лицензию на обучение. До 72 часов программа обучения не требует лицензирования.
Но свидетельство об окончании таких курсов мы будем давать. Там вот все У указано. вас это первые курсы или были? У меня, ну вот ученик из Москвы приезжает. Нет, вы уже лично проводили эти курсы? Проводил. То есть у меня опыт есть. Я как индивидуально обучаю, как группами. Приглашали меня даже как-то вот обучить в какой-то Геленджик или где-то там какой-то военный санаторий, ну так и не доехал. Теперь относительно времени, значит, и так далее. Это все согласуется уже с группой, которая будет записана. Дни недели, утро, вечер, в зависимости от пожеланий. Апитерапия будет на пчелоужаливании основываться? Я только про пчелоужаление. Только рассказывал. пчелоужаление. Ну, То есть желание есть. активные точки на теле человека. Да? Я вам все схемы расскажу. Все схемы. То есть по Еришу есть, мы сюда ставим, это все, наверное, знаете. А вы Нужно- учились по апитерапии где? Я учился в Челябинске. Кривпалов, Москве, Международный центр АПИ. Я, еще раз повторюсь, больше практик. То есть вот с практической точки зрения вы будете все идеально делать. Очень хорошо. Вопросов нет? Когда по плану? Телефон, ну, Ну вот, Георгий Все, Васильевич, вот телефон. То есть не вот, а вот. Вот телефон. Ну спасибо вам. Оторвались. Дай Бог, чтобы вас никто-то не ругал, пациенты ваши.